Не боюнча. Махаббат эмнеге боюнча? Ниязбеков Надира Нарматова? От адвоката вы отказывались? Махаббатты алып кетишти. Утро 16 января. В Бишкеке арестована Махаббат Тажиокызы, лидер журналистского проекта Темиров Лайв. Вместе с ней в тот день были задержаны еще 10 ее коллег. Официальное обвинение – призывы к массовым беспорядкам. Махаббат эмнеге боюнча? Ниязбеков Надира Нарматова? Улан Ниязбеков и Надира Нарматова. Чтобы понять, почему лидер Темиров Лайв выкрикивала именно эти имена, нужно вернуться на 3 месяца назад. Охранник в будке, камеры наблюдения повсюду. Эта улица серьезно охраняется. На спутниковой карте видно, что многие дома с бассейном. По нашим сведениям, здесь, на этой улице, живет Улан Ниязбеков. И действительно, один из особняков на этой улице района Оксфорда принадлежит маме Улана Ниязбекова Мырсалиевой Сабире Чантуроевне. И вот буквально в этом году были скуплены еще 2 соседних особняка и записаны на дядю Мырсалиева Абдумалика Чантуроевича. Это расследование, построенное на открытых данных, прямо обвинило главу МВД в сокрытии элитной недвижимости. Реакция последовала незамедлительно, но это была не проверка фактов, это кадры открытой демонстративной слежки за журналистами Темиров Лайв. Факт давления зафиксировали и международные организации. 23 ноября «Репортеры без границ» призвали власти положить конец этому давлению. Но власти пошли дальше. Следующим шагом стало уголовное дело. Намысыма шек келтирип атат деп Улан Ниязбековго кайрылып жатса, негизи бул граждандык иш. Эгер намысына шек келип атса, ал анда түздөн түз сотко кайрылыш керек болчу. Бирок негедир Ниязбековго кайрылганга мындай чечим чыгарыптыр. Депутат Надира Нарматова подала заявление, которое лично подписал министр Улан Ниязбеков, герой расследования. Депутат Нарматова арызын айтылган, постоянно обоим шек келтирип атат. МВД возбудило уголовное дело по гражданскому иску. Это была первая открытая атака на редакцию. Пока власти пытались напугать редакцию делом Надира Нарматовой, расследование об особняках министра дало новый неожиданный результат. С редакцией Темиров Лайв связался еще один источник. Он рассказал, как министр Ниязбеков годами использовал служебное положение для его преследования. На сегодняшний день я потерял самое дорогое в своей жизни. Это свою единственную мать. Тот юридический беспредел, который устроил Ниязбеков и связанная с ним команда судей, прокуроров, подчиненных ему следователей, судебных исполнителей. Но главным в его интервью было другое. Гаврилов привел доказательства связи министра Ниязбекова с криминальным авторитетом Камчыкольбаевым и символом коррупции Раимбеком Матраимовым. Прокурор Шиналиев, будучи заинтересованным лицом, вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела, в котором прописал, что Ниязбеков финансировал члена ОПГ Кольбаева и Ралиева и узаконил его незаконную предпринимательскую деятельность в должности полковника милиции. Таким образом, к началу 2024 года Темиров Лайв обнародовали 2 крупных факта о деятельности министра МВД – сокрытие недвижимости и его возможной связи с оргпреступностью. Давление нарастало. В начале декабря Махаббат Тажиокызы поехала на конференцию в Алматы. Силовики, очевидно, отслеживали ее передвижение. Она начала получать в личку прямые угрозы с требованием не возвращаться в Кыргызстан. Мен Кудай буйрса 10 декабрда келем Кыргызстанга. Ошондо дагы баягы суракка чакырыптыр, барып анан ошол жерден кенен өзүм эмне деп суроо берет, ошонун баарын билем. Ее пытались выдавить из страны. Несмотря на угрозы, она вернулась и записала видео о том, что не боится. 3 күндөн бери кимге таянасың деп сурашты.
Сен Ниязбеков менен тирешип атасың. Сенде бир эле жол бар, кач. Же болбосо тырмагыңды бирден жулмалап, биз байбыз, биздин байлыгыбыз, акчабыз бар дешет. Сен элге жек көрүндү кылабыз. Элге шерменде болосуң дешти. Это отказ добровольно уехать в изгнание, похоже, и ускорил следующие шаги властей. В конце года, когда давление на редакцию уже шло, произошло событие, которое стало катализатором. В редакцию Темиров Лайф обратилась жертва избиения кланом экс-спикера Дастана Джумабекова. Ну, видите, машина, получается, принадлежит супруге Джумабекова. Потерпевший рассказал, что его запугивали племянником экс-спикера, начальником Бишкекского управления ГКМБ Салморбеком Джумабековым. Потерпевший сообщил, что ему приходили в больницу и угрожали, чтобы он отозвал свое заявление. По словам потерпевшего, ему дословно сказали: «Дело все равно закроют, потому что Салмор Джумабеков всемогущий». После обращения прошло всего час 47 минут. В 17:57 власти регистрируют в МВД рапорт о призывах к массовым беспорядкам. Документы показывают, рапорт инициирован и направлен службой Урматбека Джумабекова, родного брата Дастана Джумабекова, о котором и шла речь. События развивались молниеносно. 31 декабря, в канун Нового года, следователь Баишев назначает лингвистическую экспертизу. В это самое время ничего не подозревающие члены команды Темиров Лайф и Айтай Тесе встречали Новый год. Журналисты продолжали работать. 8 января они выпустили сюжет о клане Джумабековых и обнаружили еще один особняк Ниязбекова. 9 января следователь официально заявляет, что материалы недостаточны и экспертиза не готова. Он просит продлить проверку. На следующий день, 10 января, власти терпят поражение. Суд отказывает в возбуждении первого дела Надиры Нарматовой. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126 беренесинде көрсөтүлгөн укук бузуунун жасоодо айыпталган Тажибек кызы Махаббаттын иши боюнча өндүрүш кыскартылсын. Токтомго наразы тарап токтом чыккан күндөн тартып 10 күн ичинде Бишкек шаар сотуна апелляциялык тартипте танууга укуктуу. Тажибек кызы сот сиздин кыймыл-аракетиңизде укук бузуунун курамы жок деп эсептейт. Ошол себептен сиздин ишиңиздин өндүрүшү кыскартылды. Эта попытка запугать не сработала. Нарматовдун келбей коюшу эми ошончо калп жалаларды жаап, балким көзмө көз тикелегенге уяты намысы барбагандыр же корккондур. Муну мен коркту деп эле эсептеймин. И всего через 2 дня, 12 января, экспертиза, которая 9 не была готова, внезапно появляется призывом к беспорядкам через дискредитацию. Названа фраза «У меня нет ни грамма уважения к чиновникам». 13 января МВД возбуждает дело. 15 января создается специальная следственная группа. До 16 января оставалось меньше 24 часов. 6 утра в 9 домов по всему Бишкеку и в городе Токмок одновременно врываются с обыском. Шектүү деп ошентип азыр апелляция эртең саат 6:30 шектүү эмесми? Эмес, свидетель катары, Постепенно на лентах новостей начинает появляться сообщения то там, то здесь, арестовывают журналистов. Кыргызстан 1,5 жыл болду Темиров Лайфтын командасында иштебей калганначы. Поликлиникада иштеп атканына 1,5 жыл болду да. Анан кандайча булар менен байланыштырып кармап атат, азырынча белгисиз. Позже, 16 января, на сайте МВД появится новость об аресте 11, но архив.орг показывает, новость была размещена на сайте заранее, 15 января. Силер азыр КТРКга берген аткан турбайсыңар, кирбеди. ЛТР кирип чыкты. Аларга берип атасыңар, эмнеге бизге бербей атасыздар? Бүгүнкү Темиров Лайф командасынын полный сотрудниктерин задержание кылганыңар, анан жана обыск кылган үйлөрү. И в этой заготовке речь шла о 9 журналистах, а не об 11. Откуда взялись еще двое? Бывший сотрудник Джумабек Турдалиев. В 6 утра он просто оказался в гостях у Махаббат и Махсата. А оператор Акылбек Орузбеков не был в списке. Его арестовали, когда он привез ключи от офиса для обыска. Акылды үйүнө кетип атышат, тинтүүгө барганга.
бандиттерди кармагандай элемент болсун. Эмне катырасың? Эми келсин да, жылсын да. Туруп эле аласың мына жакка. Мына биздин акыл операторду мени барып алып келишти. План был на 9 человек, но силовики арестовывали без разбору. Целью стали все, кто имел отношение к команде, и действующие, и бывшие сотрудники. После утренних рейдов Махаббат Таджибек-кызы лидера Темиров Лайф везут в офис редакции. Ее адвокат уже на месте, но его силы не пускают внутрь. Силовики начинают обыск. Без присутствия защиты. Они забирают все оборудование, но, похоже, их главная цель вот это. Дрон. Тот самый, который всего несколько дней назад летал над еще одним особняком Улана Ниязбекова. Этот особняк, как и предыдущий, тоже был записан на маму министра внутренних дел. А вы Махаббат видели, она внутри или нет? Не видел. Чтобы оправдать обыск без адвоката, силовики соврали, что Махаббат якобы отказался от его услуг. Именно поэтому, когда ее выводили, журналисты задали ей главный вопрос. От адвоката вы отказывались? Итак, 16 января 11 журналистов, связанных с Темиров Лайф, были арестованы. Официальный повод – дело о призывах массовых беспорядков. Массалык башаламандыкка чакыруу деген берене коюлуп атат азырча. Анан эртең баягы башкаруу чарасына барганда ал жерде дагы баягы билбейбиз кандай эме болот. Ошол статья кылабы же өзгөрөбү ошону билинет да. Инициированное братом другого фигуранта расследования Дастана Джумабекова. Настоящая цель обыска – изъятие дрона с видео особняка министра Улана Ниязбекова. Но в тот же день, 16 января, произошло еще одно событие, которое доказывает реальный мотив властей. Событие, которое прошло почти незамеченным. Гаврилов та кирип кетти да? Сурак жүрүп атат Гаврилов. Гавриловтан сурап жүрүп атат да? Сори. В тот же день был тайно арестован Алексей Гаврилов, тот самый источник, который рассказал Темиров Лайф о связях министра Ниязбекова с ОПГ. Арест Гаврилова связывает все воедино. В один день, 16 января, власти зачистили всех. И журналистов, расследовавших дело Ниязбекова и Джумабекова, и ключевого свидетеля по делу Ниязбекова. Реальной причиной ареста 11 журналистов был не призыв к беспорядкам. Это была месть. Ключевой свидетель по делу министра Ниязбекова Алексей Гаврилов скончался в апреле 2024 года, находясь под домашним арестом. На следующий день, 17 января, всех 11 журналистов привезли в Первомайский районный суд Бишкека для избрания меры пресечения. Несмотря на абсурдность обвинения, основанного на фразе «нет уважения к чиновникам» и явные конфликты интересов, суд признает задержания законными и обоснованными. Решение по всем 11 было одинаковым – 2 месяца в СИЗО. Журналисты, которые расследовали коррупцию, сами оказались за решеткой. 11 журналистов-расследователей оказались в СИЗО по сфабрикованному делу. Но этот вопиющий случай не остался незамеченным. Аресты в Бишкеке стали главной новостью по всему миру. Журналисты от Парижа до Нью-Йорка устроили флешмоб в поддержку коллег. Свое негодование высказали все международные организации. Комитет по защите журналистов, Репортеры без границ, спецпредставители ООН – все они осудили аресты, назвав их местью за расследование. We are investigative journalists. From the Czech Republic. From Estonia. Hungary. Latvia. Lithuania. Slovakia. Poland. Journalism is not a crime. Investigative journalism in oppressive regime takes courage. Please, join us, calling for release of our colleagues who told the truth
Это дело спустило Кыргызстан в мировом рейтинге свободы слова на десятки пунктов. Руководство страны получило репутацию диктаторов. Инициаторы этой спецоперации, министр Ниязбеков и клан Джумабековых, отомстили. И, скорее всего, это произошло не без ведома и согласия первых лиц страны. Но последствия этих действий – огромный репутационный урон для Садыра Джапарова и Камчебека Ташиева. По их задумке это должно было остановить и уничтожить Темиров Лайф и АйТТС. Но этого не случилось. Они хотели заглушить эти расследования, а в итоге о них узнал весь мир.